большая часть представителей, да, то есть те, которые, в принципе, функционируют в системе. Я всегда задаю вопрос, а я лояльная? Еще второе переиздание сделано, но пока стоп. Отзывы были, конечно, коллеги, потому что те, кто смотрели, потому что мы даже не ожидали, потому что многие же участники, многие наши респонденты, вот, и многие не ожидали, что вот так вот. Многие, кто читал, говорят, да, так и есть, интуитивно ощущали. Я Алимия Абселямова, кандидат политических наук, преподаватель, декан филологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета. Моя семья живет в Крыму с 1993 года. Мы переехали в Бахчисарай из Тамани, и возвращение в Крым у нас было двухэтапным. В 1979 году мы приехали в Тамань из Ленинабада. В конце 90-х, когда я взяла в руки диплом, и в нем было написано «специалист-политолог, преподаватель социально-гуманитарных дисциплин», я сказала, я никогда не пойду преподавать. Но уже 21 год я преподаватель. И, наверное, это то, что со мной жилось. Абсолютно. У нас даже зачастую то, на каком языке здороваешься и отвечают тебе, не фиксируется. Вот им очень многие дети, студенты не крымские татары включаются в среду, но это очень важная роль педагогов, то есть насколько педагоги могут это сделать. Положительно всегда цепляется. И вот такая вот интегративность, сплоченность молодежи, это очень важно. Вот, мне кажется, вот тот вот межкультурный диалог на уровне нашего университета происходит очень живо, очень быстро. Это была такая рефлексия, потому что мы с моими коллегами, с подругами, с Эльмирой Муратовой, Эленорой Дюльбер, мы часто собирались, по воле случая собирались чаще у меня, потому что у меня к тому времени родился 3-й ребенок, и я находилась в декрете. Они частенько ко мне приезжали в гости, и вот эта вот рефлексия, потому что посмотрите, что происходит, это же надо фиксировать. И идея исследования родилась из стремления зафиксировать, то есть вот он фотофакт. Мы провели в 2017 году первый этап исследования. Исследование прошло интересно, мы сами глубоко включились в него, то есть мы настолько переживали, настолько жили в этом исследовании. Результаты нас очень удивили. Второй этап исследования получился сам собой как очевидная необходимость. Мы провели второй этап в 2019 году, то есть через 2 года. И как-то так, слушая отзывы наших респондентов, нашего окружения, возникла идея написать монографию. И для первого и для второго этапа исследования было характерно из проблемной части, это прежде всего утрата идентичности. В системе утраты идентичности прежде всего это утрата языка. Вот для крымских татар язык, крымско-татарский язык, его сохранение, функционирование является маркером наличия, маркером существования крымских татар на этой земле. Вот. И проблема языка, она звучала практически из уст всех респондентов. То есть мы опросили больше 200 человек. В общем исследовании, наверное, это было больше 300 даже человек. Это были фокус-группы и глубинные интервью. Кроме утраты языка, еще и проблема межэтнических браков. Они тоже как следствие утраты идентичности. Вот это вот такая вот маячок, такой красная линия всего исследования. Следующая проблема – это проблема самосохранения и развития. Вот они идут в общем контексте и на уровне групповых ценностей, и на уровне индивидуальных ценностей. То есть на уровне групповых это развитие народа, наш цивилизационный ответ вот этим вызовам 21 века. Отличие 17-19 года, 19 год больше стало проявляться вот такой цивилизационный поиск. Кто мы, а что мы можем, а как мы выглядим в общей картине. То есть это такой в общем ключе, может, глобальных процессов. В 2017 году этих звоночков не было. Это говорит о том, что крымские татары очень четко ставят вопросы и воспринимают вызовы 21 века действительно как вызовы. То есть это то, нам с этим надо что-то делать, нам с этим надо жить. И вот такая общая глобализация в самом широком ее смысле вовлекла в свой водоворот и крымских татар. И это очень здорово. Вот этот вот водоворот событий, водоворот мира всего
результатом среди крымских татар стало вот такое вот обращение к ценностям семьи. Вот в вопросах доверия, вопрос того, что для вас важно, семья звучала как такая тихая гавань, тихий уголок, где я могу быть сам собой. Вот, то есть семья стала той нишей, той улиткой, тем коконом, через который крымские татары смотрят на мир. То место, которому доверяют. То есть это тот свой маленький мир, в котором правила понятны, и ты являешься защищенным. На мой взгляд, факторами развития, наверное, так как я человек, включенный в научную среду, в образовательную среду, мне кажется, очень важным фактором, может, это мое частное мнение, является количество и качество развития науки. То есть количество наших защитившихся, количество кандидатов, количество докторов наук. И в рамках нашей образовательной среды это очень видно. Если мы говорим о 30-летней давности, то кандидатов наук было единицы, докторов еще меньше. Сейчас мы можем говорить о научных школах, о каких-то направлениях исследований. Удивительно, но с 2017 года исследование еще показывало, что образование очень важно. 2019 года исследование сказало, юридический статус образования, наличие образования как такового не совсем то, к чему сейчас наш народ стремится. Важно то, чтобы человек сам был по себе успешным, самореализованным. Еще раз говорю, это удивительно, обычно это амбиции такие, молодое крыло пробует молодежь, да, такой проба амбиций, там, планов, целей, но сейчас об этом говорят и более среднее поколение. То есть это качество, это языки, это способности, это новые навыки. И вот сейчас, мне кажется, наш народ, опять-таки, вот как большой, наверное, корабль разворачивается в сторону нового, того, что диктует мир в целом. Многие наши респонденты отмечали вот эту дефицит лидерства, дефицит качественного лидерства. Но опять-таки, ведь лидеры появляются там, где народ их сам создает, и наш народ всегда показывал чудеса выживаемости. Поэтому, мне кажется, это вопрос времени. Лидер – это функция ситуации, лидер – это комплекс требований общества. Значит, общество их еще не сформулировало так, чтобы лидер выкристаллизовывался. Лидер еще не появился, потому что нет контекста. Я отношусь, наверное, не так болезненно к вопросам разобщенности, потому что мир плюралистичен, мир разнообразен. Мы не должны быть все одинаковыми, мы не должны мыслить одинаково. Мы, наверное, должны быть разными. Вопрос в том, насколько для нас малочисленных эта разобщенность будет работать на развитие, либо, наоборот, на ассимиляцию. Я, скорее всего, смотрела в контексте развития, сохранения, ассимиляции, либо несохранения. Если разобщенность, разные мнения, разные формы и ответы на вызовы 21 века, ответы на вызовы этого сложного мира позволят нам выжить, значит, разобщенность сыграет нам на руку. А если эта разобщенность не даст нам возможности выжить, то есть вот по принципу не складывать все яйца в одну корзину, может, стоит попробовать себе позволить быть разными, попробовать себе разные модели. Мы идем на ощупь, наш народ такой испытатель, любознательный, свободолюбивый, выживающий, мы как саперы в какой-то мере, да? Конечно, все зависит от нас. И то, опять-таки, те традиции, которые были заложены в наших семьях, когда ты заходишь в дом и говоришь, «Босаган кечтен, русталин бельгеном унут». Это было кредом, это было образом жизни, это было образом мышления. Но так получилось, что именно наше поколение, вот поколение среднее, могут меня кто-то и ругать, но мы несем ответственность за сохранность языка. Почему? Потому что наши родители еще говорят на языке, а наши дети уже не говорят на языке. Вот. И я могу сказать это по своим детям. То есть до 3-5 лет, пока не включили в садиковскую систему, мои дети говорили на крымско-татарском языке. Сейчас нет. Вот. И я могу сколько угодно ходить, рычать, ругаться, уговаривать, упрашивать со всеми своими способностями. Татар джалафетнгас. А не получается. Вот. Поэтому, мне кажется, это зависит от целого комплекса факторов. Прежде всего от семейного, но эффективность этого очень мала. Второй уровень факторов – это институциональный фактор, то есть то, что дают институты, кроме семьи.
То есть это школа, это система образования. И третий, более широкий, более сложный комплекс факторов надинституциональный. К нему относится прежде всего востребованность и необходимость языка. Вот когда мы будем брендом, когда наш язык будет нашим вот таким востребованным, это круто, это модно, это вот мир в этом формате, мне кажется, сейчас развивается. Когда мы будем модными, как корейский, ну условно, я сейчас примитивизирую, честно говоря, очень примитивизирую, но задаю вопрос, почему наша молодежь хочет говорить на корейском? Почему они говорят о китайском? Вот когда мы будем так, то есть сейчас многие могут и ответить, ну ты сравнила. На самом деле это популяризация языка, его топовость, его востребованность, его брендированность. Вот, то есть это надинституционально, и оно работает из целого комплекса факторов. Крымские татары понимают этничность, говоря научным языком, в примордиальном смысле, в примордиальной трактовке. То есть это то, что тебе от рождения дано. Символами этничности, проявлением, маркером этничности являются язык, культура и место проживания. Важно проживание в Крыму. Вот дабы не размывать это, капсулировать вот это, вот, сохранять этничность. И многие говорят, возможно быть крымским татаром вне Крыма. Возможно. А твоим детям возможно быть крымскими татарами вне Крыма? Поэтому я вот из тех вот уже примордиального толкования, мне кажется, крымская татарскость, ее в качественном, в сортовом, таком вот важном содержании, в густоте признаков, возможно только в рамках Крыма. В нашем народе, если до депортации национальная была идея очень четкая, я ребенком это помню, Крымнан гайры біз бір елде yaşамаймыз. И во мне, как в такой вот, может быть, нас воспитали очень патриотично. Я всегда привожу пример, вот всегда этот пример привожу, когда из Крыма привозили яблочки, крымские синапки, и это одно яблочко давалось на семью, и это делилось так, вот это одно-два яблочка, чтобы каждый попробовал. Баллар, бұл Крым алмасы. Вот. Это было очень символично, и это было, знаете, вот такая вот, как формирование идентичности, вот эти яблочки. Я сейчас, когда не вижу на рынке синап, яблок или кандилек, да, как говорят, мне очень печально, потому что это в моей системе это вот такой символ крымскости. Вот. Или же привозили полынь, обыкновенную полынь, и обыкновенную лаванду, Крымнан кельді. Это висело, это было очень ценно, и это еще, вот этот символизм в этничности, он очень важен. Мы сейчас живем в Крыму, и мы не видим этих символов. Вот для меня, например, очень четко Чатарлак символ, Бахчисарай символ. То есть я бы хотела, чтобы эти символы были картиной, повесткой дня моих детей. Но их нет. Вопрос сложный, потому что на плаву ответ, как правило, говоря о национальной идее, все говорят понятие государственности. Но само понятие государственности, оно настолько по-разному трактуется, и это не представление, а таком архетипичное представление о Золотом веке. Все говорят, ну как бы так, большая часть представляет это вот, будет государство, будет все. На самом деле понятие государственности очень широкое. Что имеется в виду, какое содержание, как это институционализируется, как функционирует, то есть как это будет функционировать. Поэтому я с такой легкостью не скажу государственность. Национальная идея – это сохранение вот это вот, сохранение крымско-татарскости в разных ее видах, в разных ее моделях, в аспектах, уровнях, структурах, но это крымско-татарскость. Для меня крымско-татарскость – это успех моих детей, когда они будут успешны и будут транслировать себя как крымских татар. Вот мне кажется, вот опять-таки я среднее поколение, молодежь это воспринимает по-другому. Но мне кажется, успех идентичности, сохранение идентичности, опять-таки брендирование нашей этничности, это не только чебереки феска. Нет, это глубинные основы культуры, это наши мифы, это наша картина мира, это наша повестка дня, это то, как мы видим себя и свой народ, и перспективу будущего. Где-то это связано с личным успехом, где-то это связано с успехом институции какой-то, например, той же науки, да, той же системы образования, может быть. Я бы не хотела мыслить государственность формами институции. Государственность – это прежде всего, мне кажется, состояние.
Хотя мы привыкли видеть государство как институцию, то есть как совокупность там, государственных структур, избирательной системы, органов власти и так далее. Но государственность должна быть прежде всего в нашем сознании, включена в нашу систему, в нашу повестку дня. Они не возвращаются. Вот для меня это тоже очень большая проблема, потому что у меня дети-подростки, и когда моя дочь говорит: я уеду и прими это, я говорю: ну ты же не вернешься? Она говорит: нет. Я не знаю ответа. Семья и работа. Все познается в сравнении. Если мы будем сравнивать это с периодом постдепортационным, то, наверное, нам комфортно, у нас есть условия развития. Если мы будем сравнивать с периодами какими-то идеалистическими, то, наверное, это застой и упадок. Но мы живем в свое время, и мы делаем это время. Мы его формируем. Наши ощущения, наши отношения, наше поведение, то, как мы воспитываем детей. Поэтому я бы не снимала вопроса ответственности. Ну и такое время, мне сейчас плохо, я ничего делать не буду. Я не сторонник этого. Мы же не в черновик живем. И мы должны нести ответственность за то, что происходит с нами, с окружением, то, что мы делаем сейчас, либо не делаем.